Любитель инноваций Дмитрий Медведев, конечно же, не мог пройти мимо IT-лицея КФУ. Здесь премьеру показали, как живут, учатся лицеисты и какие у них достижения. Наша теплица имеет форму двух полусфер. За счет этого мы максимально эффективно используем солнечную энергию. И здесь же Дмитрий Медведев поздравил лицеистов с окончанием учебного года. Поздравляю с подведением итогов в рамках конкурса «Лицеист года». И, конечно, желаю исполнения всех ваших желаний. Уже в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ премьер встретился с молодыми учеными. Говорили, как достижение научной мысли пустить на реальные дела экономики. Суть преобразований в том, что вузовская жизнь должна стать шире. То есть студенты должны не просто посещать занятия и заниматься научной работой, но главное, все это должно аккумулироваться в проекты, которые имели бы практическое значение и приносили бы пользу экономике. Сейчас же, как отметили на встрече, число российских студенческих стартапов невелико, и уровень их ниже заграничных. Несмотря на то, что мы здесь, так сказать, публично общаемся, я считаю, что пока все это не принесло даже 10% той отдачи, на которую мы рассчитывали. Если говорить о количестве стартапов, если говорить о студенческом творчестве и, соответственно, предпринимательстве, конечно, пока это ни в какое сравнение не идет с теми результатами, которые за границей. Но начинает появляться комитеты. Вот венчурные ярмарки мы каждый год проводим. Вроде вот примитивно, в этом году смотрю, уже такие интересные идеи. То есть, наверное, время какое-то надо, но на самом-то деле вопрос не в деньгах. Если хорошая, мощная идея, сегодня в стране достаточно. И в деньгах тоже. Этой же теме в соседней аудитории было посвящено заседание Президиума Совета при президенте страны по модернизации экономики и инновационному развитию России. Чтобы стартапы были более успешными, нужно понимать потенциальный спрос. А спрос, как никто лучше, понимают именно промышленники, промышленные компании. В студентах они должны видеть не только своих будущих сотрудников, но и, в принципе, доверять проектным командам из университетов решения технологических задач. На этом пребывание Дмитрия Медведева в Казани не заканчивается. Завтра в столице республики пройдет более глобальная встреча. На совет соберутся главы правительств стран СНГ. Дмитрий Арин, Андерсен Тальцев, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.